ценят льготы. Ведь у них и так большая зарплата. И так они сидят на нашей шее. Спасибо, очень правильно Я сказали. 40 лет проработала, 40 лет проплатила честно эти самые. А где работали? Я работала на железной дороге, на ЭВМ. Да, Сейчас на пенсии. сейчас на пенсии. Хорошо, ну все. И еще, вот рекламируют по телевизору эту кандидатов 8-й этой партии. Вот они должны все-таки нести за свои обещания какую-то ответственность. Ведь смотрите, они обещают 42 тысячи рабочих мест. А откуда? 7 миллиардов кредитов. Когда? Как они могут это дать? Вот. Что они отменят ГАИ, что они отменят всякие налоги и все прочее. Ведь этого невозможно сделать. И эти они обещания при всем желании не выполняют. Ну вот видите, вы уже созрели, вы уже осознанно будете голосовать. Осознанно. Но дело в том, что ведь они рекламируют по телевизору. Такая природа агитации. Они обещают, а вы будете оценивать. Да. А вы будете оценивать и голосовать за стабильность, за тех людей, которые работают. Но у вас самое интересное, что есть выбор. 14 партий. Но это вообще нереально. Ну вот просьба, вот не только это я, а Да, да. Нет, по это льготам я всё. думаю, что вы абсолютно правы. Как можно Да. им такие давать льготы, когда у них очень большая Сокращать, зарплата? А пенсионеров нет льготы, а зарплата, а пенсии маленькие. Ведь я считаю, что зарплата должна состоять депутатов от благосостояния народа, как они работают. А ведь они ничего не делают. Зачастую показывают вот перед этим, ну как, выходить на агитацию выборов, показали, 50 человек было только в парламенте, на рабочем месте, а 70 человек отсутствовали. А ведь зарплату они-то получают. Вот. Это вот, пожалуйста, они же не ходят на работу, они делают свои дела. Как можно так? Ведь мы ходили, если мы не приходили на работу, нам-то деньги не платили. А они получают. А ведь это наши деньги. Правильно, абсолютно верно. Ясно. Это наши деньги. Молодец, Татьяна. Спасибо вам. Мы тебя будем в депутаты. Да, вот надо было. Татьяна, будем тебя... Только денег у нас нету, чтобы тебя под носками...